Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем вызов вашего мужчину и попросим его признаться. Признаться в том, что с ним происходит, что он от вас скрывает, как он к вам относится. Вот вся информация, которую он держит в себе, пусть он нам все и расскажет. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, ну и задайте ему свои вопросы. Попросите рассказать правду и признаться в том, что он от вас скрывает. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Почему-то мужчина показал, что между вами какое-то состояние, как борьбы, либо войны. Причем у кого-то это горячая фаза, а у кого-то война вот как будто бы холодная. Как будто вы друг с другом то ли соревнуетесь, то ли как друг друга воспитываете. То есть какие-то вот страсти, но они больно вот от этих страстей. Вот эмоции такие тяжелые идут. Ну, тут мужчина, как бы, смотрите, он более такую позицию занимает, хоть вы и равны, вот по факту вы равны, но мужчина более как либо агрессивный, либо его удары более болезненны, чем ваши. Странная, конечно, ситуация, но вот два человечка как будто бы закрылись, как будто бы вот выняли такие мечи, шашки, да, и давай вот не подходи, а то рубану, да. Вы еще не сошлись в битве, но вы как будто бы в этой стойке боевой, да, не подходи, а то рубану. Вам по судьбе быть вместе. Вы видите, у вас тут крест вышел. Крест. Это судьба быть вместе. Но мне не нравится, что на ваш крест залезла какая-то змея. Видите, как бы змея залезла и вот уже несколько как витков сделала. Вот у кого проблемы, и проблемы какие-то очень серьезные, постоянные, да, вы вот как кошка с собакой живете, постоянно с друг другом боретесь. То есть один день счастья и 7 беды. Вот такая идет информация. Именно для таких людей, девочек, вот это отсыпка. Здесь 100% вам кто-то мешает. И мешают очень серьезно, стабильно и безустанно. Да, вот прям человек всю свою жизнь, да, все свои силы и энергию положил на то, чтобы вас разбить, разлучить. И чтобы вы прям разошлись, разбежались, друг друга просто ненавидели. Вот такая поставлена задача. Ну, это женщина выходит, женщина. Знаете, у кого-то это отыграется как соперница, а у кого-то отыграется как свекровь, скорее всего. Это не с вашей стороны, видите? Змея-то с его стороны. Вот она стоит, женщина эта. То есть это с его стороны помеха, и с его стороны вас разлучают. Слушайте, прям аж голова разболелась. Да, кому ж вы так дорогу перешли? Какая-то лютая ненависть идет, понимаете? Вот ощущение. Вот задушила бы, задавила бы, да, прям ненавижу. И это к вам идет, понимаете, к вам. И вот его, она как будто бы этому учит, да, она как бы в голову вкладывает эту информацию, что она плохая, ее надо ненавидеть, ее надо презирать, ее нужно там наказывать, обижать, да. Вот это посыл постоянно идет, прям, ну вот голова пухнуть начинает, болеть начинает. Это его ощущение, не ваше, его.
А у него, понимаете, у него там полный диссонанс, потому что сердце, да, душа, она к вам летит, к вам тянется, потому что с вами хорошо, с вами тепло, с вами классно, с вами он живет и радуется жизни. Небо становится ярче, солнце там теплее. А вот эта женщина, она вот прям 24/7, вот это кап, как угли в печку, постоянно подкидывает. Она вообще как будто бы не устает, как с цепи сорвалась, какая-то, извините меня, самка сумасшедшая. Ну, так я таких вообще терпеть не могу, честно, терпеть не могу таких людей. Как их земля носит, вот не понимаю, честно. И все ваши неприятности, все ваши беды, и вот эта ваша война, все они искусственно созданы одним человеком, одним. Это идея в голове одного человека. И этот человек реализует то, что он там думает и что себе представляет. Безнаказанность, вседозволенность. Кстати, еще какое-то влияние, очень власть, либо влияние на этого мужчину. То есть он как, я не знаю, школьник, да, перед этой женщиной. Она там на него посмотрит, он уже раз, как скажете, госпожа, да, вот какое-то такое идет отношение между ними. А вы нет, вы вообще противоположность. Вы такая светлая, вы такая добрая, позитивная. Вы совсем не агрессивная. Вы никогда не станете никого против кого-то учить, там, настраивать. Вы вообще греха боитесь, да? Для вас это ненормально, вы даже об этом и не думаете. Поэтому вы и проигрываете, понимаете? Вашим же добром вас и бито. Так оно идет. Вот эта змея, она знает вас. Она вас видит, она вас знает. Она считает вас овцой. Простите, но скажу как есть. Но она, наверное, не знает, что даже овца умеет больно укусить. Да, либо там копытами забить. Девчонки, вот она этого не знает. Смотрите. Вот эти помехи должен убрать именно мужчина. То есть вы в данной конкретной ситуации ничего сделать не можете. Ну что вы можете? Вы можете, кстати, да, вы можете молитву читать от врагов, от напасти таких врагов. Псалмы можете читать. Вы можете за мужчину просить здравия, чтобы Боженька его вразумил, чтобы у него вот как мозг на место встал, да, чтобы не слушал он вот таких нехороших людей. Вы это можете делать. Более каких-то агрессивных действий. Ну, даже если я вам скажу, наведите на нее порчу, вы мне напишите, что дурочка, что ли, да, что ты нам предлагаешь. Вы не будете, вы честный человек, вы человек мира, понимаете? Вот так вот. Поэтому в данном случае, ну, вот как неравное идет, да? Неравное. Это выглядит все как-то неравно. Так, что он от вас скрывает? Ну, вот он скрывает, что все эти неприятности, они от этой женщины идут, от нее. Это все, что он вам говорит, все, что он вам делает, это ее мысли, это ее желания, это ее удары, которые направлены на вас. Вот чтобы вы понимали. Он это скрывает. Не знаю, он как-то от нее зависим, либо какую-то власть она вот прямо как дергает за веревочки. Он там очень несчастлив. Вот когда он с этой женщиной, у него даже вот в глазах темнеет, здоровье ухудшается, очень плохо. Он понимает, что она врет. Он понимает, что так не должно быть, что люди не должны быть такими агрессивными, либо такими злобными. Но то ли привык, то ли действительно он как вынужден ей подчиняться. Такая идет ситуация. Знаете, мои хорошие, я вам такую сейчас вещь скажу, только вы, пожалуйста, среагируйте правильно. Возможно, на какое-то время вы с этим человеком будете расставаться. Это не навсегда. Здесь может быть расставание, но это расставание, это как этап вашей жизни. То есть то, что происходит сейчас между вами, этого не должно быть. Это неправильно. Поэтому будет поставлена точка именно на этом этапе отношений, именно в таком формате. А потом у вас вот идет два
цифра 2. То есть либо 2 недели, либо 2 месяца. Ну, извините, но у кого-то и 2 года может отыграться. Да? Вы с этим мужчиной как опять можете сойтись, либо восстановиться. Но про 2 года, честно скажу, это прям крайний случай. Больше мне идет как 2 месяца. 2 месяца. Либо через 2 месяца у вас начинается новый этап в отношениях с этим человеком. Что произойдет? Ну, будете усердно молиться, просить высшие силы ускорить процесс. Но больше как бы отыграется, что у мужчины будет какой-то момент, когда он столкнется с жестокостью этой женщины, не только напротив вас направлена, но против него. Вот она его либо куда-то загонит, либо как-то подставит, либо какое-то вот отношение пойдет, что он ужаснется и скажет: Боже, а ты же на самом деле меня используешь, тебе на меня ну просто плевать, да, и растереть, я для тебя никто, я для тебя средства, да, либо денежные средства, либо средства достижения чего-то. То есть я себе по факту не нужен. И вот у него прям, ну вот как болезнь даже может случиться, то есть он как будет как дурачок, либо жар у него начнется, когда голова кругом будет идти, у него будет такое бредовое состояние, мысли всякие такие будут лезть к нему в голову. И он поймет, он все поймет, ужаснется от того, что он делал, как он на поводу у этой женщины шел, и он начнет рубить все связи с ней, причем рубить будет по-живому. Но если это соперница, там с таким скандалом они разругаются. И если это мама, то здесь эти связи именно мужчина разрубит, как освободиться. Прозрение пойдет, поймет, что вас обижал, что с вами так вот плохо поступал, и прям поскочит к вам. А вы его даже не узнаете. Вот насколько у него лицо станет яснее, да? Глаза совсем другие станут, выражение глаз другим станет. То есть, как переродится человек, вот целиком и полностью переродится. Сейчас мужчина вот в плену этой черноты, этой агрессии, этой манипуляции, ну и, конечно же, вот таких злых уроков, которые ему дают, да, которые он каждый день выслушивает, эти нравоучения, прочее. То есть его главное признание, раскаяние, оно у него впереди. Сейчас, то, что он вам тут выдает периодически, он выдает за свое. На самом деле это не его мысли, это не его желания, и это не его слова. Просто вот все, что эта женщина там в него вкладывает, он просто вам пересказывает. Вот это он от вас скрывает. Скрывает, что все беды идут от этой женщины. Возможно, вы ее знаете. Возможно, вы даже и не догадываетесь, что именно она виновница и зачинщица всех ваших бед, всех ваших проблем в отношениях с этим человеком. Значит, мои хорошие девочки, я сказала, что вам делать. Наберитесь терпения. Вы друг другу все равно идете по судьбе. Тут даже вот ангел за вас вступается, для того, чтобы у вас все тут восстановилось. Единственное, что могу сказать, у вас вот какой-то еще мужчина появится. Мужчина, который будет нести вам радость. Может быть, это друг, да, не обязательно там любовник там, для отношений, да, может быть друг, может быть какой-то благородный человек, возьмет там покровительство над вами. То есть как надежная опора у вас появится. Вот, то есть за то, что вас вот этот обижал, какой-то другой мужчина будет вам помогать. И, возможно, вы даже будете рассматривать этого человека в качестве спутника жизни. Но честно хочу сказать, что такие чувства любви, влюбленности, которые вы испытываете к тому, кто вас обижает, вот к нему вы не испытаете. Нет. В жизни все бывает, да. Феромоны не подошли, не зашел. Да, вроде хороший, да, вроде приличный и неплохой человек, да, не урод, но вот не будет такой тяги, да, такого влечения, как вы испытываете к этому. Потому что душа выбрала именно этого человека. Он, девочки, придет и будет другим. Будет
таким, как его сделала природа. На самом деле он хороший человек, просто заблудился. Заблудился, и разум его заблудился. Он сейчас очень несчастный. Ведет себя, конечно, вызывающе, но на самом деле абсолютно несчастный. Он даже хуже себя чувствует, чем вы, поверьте. Придет этот человек, будет вам и признаваться, и каяться, все вы узнаете, все. И то, что я вам говорила, подтвердится. Потом уже будете решать. Если честно, я вижу, что вы будете вместе. Вижу, что у вас еще, вот смотрите, у кого-то прям ребеночек появится. Либо, знаете, что-то вот как новое начинание совместное у вас. Может быть, вы животное заведете, да, и будете как ребеночка его любить. То есть что-то совместное у вас пойдет. Так что история ваша на самом деле только начинается. Конечно, начинается она как страшная сказка, но поверьте, здесь будет happy end. Обязательно будет. Вот кто зашел на эту отсыпку, вы друг другу все-таки по судьбе идете. По судьбе. И никаким змеям, никаким вот таким злобным женщинам, не буду говорить плохо, нам не удастся. Не удастся вот ни при каких условиях разлучить вас и разрушить то, что вам высшими силами даровано. Вот эта любовь и радость, которую вы друг другу можете дарить, давать. Союз, да, который ваши души заключили еще на небесах до воплощения. Все будет, мои хорошие. Наберитесь терпения. И еще раз говорю, молитвы, псалмы, вот это все в помощь. Это и успокаивает, и в то же время, призыв помощи. Понимаете, высшие силы всегда видят, всегда слышат, всегда готовы прийти и помочь. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.